Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Уважаемые телезрители, как вам уже известно, съемочная группа телепередачи «Мост дружбы», побывав в разных странах, освещает материалы об образе жизни, быте, культуре, достопримечательностях разных стран и народов. В этот раз мы предоставим вам возможность ознакомиться с видеоматериалами, которые подготовила наша съемочная группа с Северного Кипра. Напоминаем, что в прошлой программе вы познакомились с турецким городом Кахраман-Марашем, а в следующей передаче вы с нашей помощью совершите небольшое путешествие в город Инегел турецкой провинции Бурса. Население Турецкой Республики Северного Кипра составляет более 400 тысяч человек. Подавляющее большинство населения этнические турки, представляющие две общины. Местные турки-киприоты, около 1/3, и анатолийские турки, переселенцы из Турции, 2/3. Столица – Левкоша, главный город Мафагуста, Гази-Магоса, Кирения, Гирне, Гюзельюрт, Морфу. Каждый город имеет сразу два названия – греческое и турецкое. Прямые авиарейсы в единственный аэропорт Северного Кипра Эрджан выполняются только с территории Турции – Стамбула, Анкары, Анталии, Измира и Аданы. Их регулярно осуществляют местные авиакомпании Turkish Airlines, Atlas Jet, Pegasus и Anadolu Jet. Время в пути около часа. От аэропорта до столицы Северного Кипра полчаса езды, а до Фамагусты и Кирении около 40 минут.
Климат Кипра средиземноморский, умеренный, с сухим, жарким летом и довольно теплой зимой. Летняя жара продолжается с середины мая до середины октября, когда температура может подниматься до плюс 35. В тени, впрочем, благодаря умеренной влажности жара переносится легко. В экономике Турецкой Республики Северного Кипра доминирует сфера услуг. Существует также сельское хозяйство и легкая промышленность. Одной из основных ниш бизнеса является сфера образования. На Северном Кипре есть 6 частных университетов, большое количество колледжей и школ, таких как English School of Kyrenia. Также развита сфера строительства недвижимости. Другим столпом экономики Турецкой Республики Северный Кипр можно назвать частный сектор медицинского обслуживания. Во время встречи с президентом Северного Кипра Мустафой Аканджи он сказал, что в прошлом году в Стамбуле встретился и общался с вашим кыргызским президентом Жээнбековым. Затем мы встретились с вице-премьером, министром иностранных дел Северного Кипра Озаром Озарсаем. Самое замечательное время на острове – это бесспорно весна. Комфортный мягкий климат, теплое, но еще не палящее солнце, ласковый ветерок и ясное небо. Именно весной устраиваются все возможные городские и университетские фестивали и мероприятия. Так город оживает после зимних остолбенения и апатии, переключаясь на летний сезон и активный режим. Sanki altın parçası, Kıbrıs'ın enkazası, sanki altın parçası. Olsa hisarları, yeşilme dağları, bakın güzel bağları.
Kommen bitte, kleine kommen bitte. Wir kommen, alles gut? Ja. Super. Yapacak adam mı? Nimm. Ay, yapıyorsun? Refleks super. Ay. Hallo? Wir kommen, alles gut? Super. Hadi, langsam. Achso. Ein Minute, Serviette, kein Problem. Gebete Tambo. Wie heißt du? Luna. Luna, Pinocchio, alles gut, Luna. Nimm. Ui. Achso. Ja. Schokolade. Schokolade, kein Problem. Schokolade, kein Problem. Schokolade, white Schokolade. White Schokolade. Природа на севере острова поистине близка к райской. В сценарий идеального выходного дня гармонично впишется хайкинг. Киренийские горы, растянутые на десятки километров, достаточно внушительны и высоки, но ровно настолько, чтобы запросто покориться активному человеку.
Лала Мустафа Паша построен в 1298-1312 годах во время правления династии Ильбузиньянов и был главным католическим храмом региона. Именно в этом храме проходило венчание монархов на Иерусалимский престол. Прообразом собора стал знаменитый Римский собор во Франции. Во время осады войсками Османской империи в 1671 году собор был поврежден пушечным ядром и пристроили минарет, обратив собор в мечеть. В 1974 году мечеть получила имя турецкого полководца, командовавшего войсками во время осады Фамагусты в 1570-1571 годах – Лала Мустафа Паша. Рядом с храмом растет фиговое дерево, которое было посажено, если верить табличке, в 1299 году. Туристы полюбили отдых на Северном Кипре за то, что для въезда в страну виза не требуется. Северная часть Кипра ясно понимает ценность туризма. По сути, это одна из главных статей дохода страны, поэтому условия для путешествия по этой части острова ничем не отличаются от сервисов Турции и Греции. А по доброжелательности и приветливости турки-киприоты даже превосходят южан. Наиболее популярны у туристов такие города Северного Кипра, как Кирения, Фамагуста и Дипкарпас. Причем количество туристов из Европы и Израиля в этих городах значительно превышает количество россиян. Во всех приморских городах имеются отели и гостиницы любого уровня. Здесь же можно взять на прокат машину, на которой всю страну с запада на восток можно проехать за полдня. Кроме того, хорошо развито автобусное сообщение и явно лучше, чем на юге острова.
в кампусе Восточного университета Северного Кипра находится Музей классических автомобилей мира. Он был основан в 2007 году. Музей представляется более 140 автомобилей. Самой старой моделью является Crest Mobile 1899 года. Этот автомобиль считается уникальным в мире. Музей классических автомобилей первый и единственный в Северном Кипре.
Кухня Северного Кипра – смешение турецких, греческих, кипрских, ближневосточных и среднеземноморских кулинарных традиций. Как следствие, морепродукты и рыбу здесь готовят десятками способов, равно как и кебабы с мезе, холодными или горячими закусками. А о сладостях, понятно, и говорить нечего. Популярные блюда – ближневосточные холодные закуски, хумус и джаджик, малихия, куб-кебаб или клефтика турецкий кёфте и долма, знаменитые домашние сладкие кипрские пресервы маджун.
ne güzel